Что вам нужно RTS? Это нужно для синхронизации звука. Этот ролик я буду записывать просто без монтажа, просто пообщаюсь с вами. У меня есть для вас 3 важные новости, связанные с каналом. И еще есть такой мешочек, куда собрал этнографические принадлежности из заброшенного дома. Вам расскажу про парочку вещей. Если понравится такой ролик, напишите в комментариях. Я сделаю подобный контент еще раз. Итак, первая новость заключается в том, что на моем канале появилась кнопочка спонсорства. Сейчас каждый желающий может проспонсировать мой ролик. Вы, наверное, заметили, что контент на моем канале становится лучше и качественнее. Вот, чтобы качество повышалось, все требует финансовых затрат. Это билеты, проживание в разных местах, куда я езжу, питание, аренда техники, покупка техники. Мотоблочек едет. Жизнь кипит в селе. Это радует. Так. Сейчас проедет и расскажу дальше. Ага. Все. Короче, вторая новость заключается в том, что у меня постепенно набирается количество 10 тысяч подписчиков. В январе, когда поставил эту цель, многие спрашивали, зачем 10 тысяч подписчиков. Но я же снимаю контент про Республику Коми. Дело в том, что в 89 году прошлого столетия в Республике Коми проживало больше 1 миллиона человек. Прикиньте, 1 миллиона. Разве не было бы интересно посмотреть мои ролики, как сейчас Республика Коми проживает этим 1 миллионом человек? И хотя бы из этих 1 миллионов человек 10 тысяч же найдется, которому будет интересно смотреть мой контент. Вот поэтому я поставил эту цель, чтобы как-то продвигать свой канал среди тех жителей Республики Коми, которые жили тогда и которые сейчас продолжают жить. И поэтому вы можете поделиться с моими роликами, со своими друзьями, которые еще не знают о моем канале, обо мне, чтобы они подписались тоже и тем самым помогли в развитии канала. Это была вторая новость. Сейчас третья новость. Третья новость заключается тоже в 10 тысяч подписчиков, но уже чуть-чуть с другой стороны. Совсем недавно я узнал, что в Ютубе лайки ставятся не просто так, не просто ради количества лайков. Лайки нужны именно для того, чтобы мозг Ютуба, алгоритмы Ютуба смотрели, какой контент нравится людям, и чтобы они его продвигали, чтобы видео продвигалось. То есть, чем больше поставили лайков, тем лучше. Тем YouTube видит, что вот этот ролик нравится зрителям канала. Я буду его продвигать, предлагать тем людям, которые сидят на YouTube, но еще не видели этот канал, не смотрели эти ролики. Поэтому, пожалуйста, не поскупитесь и ставьте лайки на роликах, чтобы продвигать мои ролики. Ну и тем самым еще поможете добраться до цели в 10 тысяч подписчиков. Я думаю, это вполне осуществимо. Сейчас у меня около 3000. Ну еще, 5 месяцев впереди, может быть, и смогу. А если нет, то не расстроюсь. Ладно, перехожу к этому мешку. В общем, погулял по заброшенному дому и нашел парочку старинных предметов. Сейчас про них расскажу. Так, что у нас идет? Вот. Сейчас эти предметы нашел. 3 штуки такие. Они сделаны из бересты. Самое дно упало. Так, вот такие 3 штучки нашел. И на своей странице во ВКонтакте выложил фотографии, спросил друзей, что это такое, потому что сам не знал. Я думал, может, какая-то игра или какой-то оберег, который давался каждому члену семьи. То есть 3 человека, если жили, вот 3 оберега. Но это, оказывается, не так. Мне предложили в комментариях, что это может быть кошелек, это может быть точильный аппарат, чтобы таскать с собой, например, нож поточить, лесу или косу. Вот, потому что тут внутри камень в некоторых таких штуках. Но оказывается, это не так, а правильный ответ в том, что
Это грузило для сетей, чтобы сеть не тонула. Ее привязывают и ставят сетку в реку. Вот. Интересная штука. Вот такой нашел. 3 штуки. Интересно, какого года они уже. Ну, сохранились. Можно привязать к сетке и пользоваться дальше. Ладно, сюда отложу. Так, следующее, что я нашел, это у нас вот такая палка. Vajen itse vundam, se sies praslevulun kostan. Shep muike praslaas kostan shepse, se ten jiku vyemi tushus vyemi medlanne jiku se jansedna sies etan kichigana noitan. Sien jansedan sies jiku seda muike se shepse. Oi, mui tushse. Mutta tää сывылес Нашел такой, это не туис, это такая бочка, это дерево, а это кора, привязана около бочки. Бочка из дерева сделанная. Тут, наверное, хранили какие-то припамбасы, может, ягоды, может, сушеную траву. А вот внизу, опс, отвалилось. Блин. Вот внизу год, может, написан, а может быть, инициалы мастера. Вот тут фотография выходит, она поближе показана, что тут написано. Вот я вижу тут X, может, десятка означает, а второй иероглиф, я не знаю, что это такое. Напишите в комментариях, если вы знаете, что это. Что значит этот иероглиф. Все, ставлю сюда. Дальше. Это, кстати, штука тоже от бочки осталась этой. А дальше вот нашел такое оборудование. Это линейка. Но раньше они были лыжами. Старые лыжи. Тут, наверное, они сломались. Их тут спилили. Тут, наверное, тоже подровняли и использовали как линейку. Вот тут сантиметры обозначены. Ну, не сантиметр, а метр, скорее всего, тут измерен. Вот такая интересная принадлежность. Вот такие дела, друзья. Если вам понравился такой выпуск, откровенный, без монтажа, просто где поговорил, ставьте лайки, предлагайте своим друзьям, пишите в комментариях. И в следующий раз сделаю что-то подобное в этом роде. Снова похожу по заброшке, найду другие предметы и вам снова покажу. Только оставьте комментарий, что вам действительно это нравится. И да, не забывайте написать, что за это иероглифы, что они обозначают. Кто знает, тот знает. Все, благодарю за просмотр. Бомбим!